Рудник «Мир» сдали в эксплуатацию в 2009 году. Первые годы работы вышли кризисными. Причина – неконтролируемые водопритоки. В результате возникли большие сложности с добычей руды. В начале этого года горняки заявили, воду взяли под контроль. На руднике построена система скважин, которая получила рабочее название «Трезубец». И введены в эксплуатацию основные объекты главного водоотлива. Продолжит Лариса Удовенко. Эта выработка на 210-м горизонте рудника «Мир» не похожа на остальные. Вместо привычного бетона борта здесь укреплены деревом. Сквозь бревна легче проходить в воде. Она льет сверху, проникает по трубам, собирается в ручейки по краям. 210-й горизонт, наверное, единственный уровень мира, где это сырое изобилие воспринимают позитивно. Обратите внимание, 3 желтых выработки, наложенные на контуры рудного тела, и образуют так называемый трезубец. Сегодня специалисты уверены, техническое решение, найденное в прошлом году, было верным. Вместо того, чтобы препятствовать проникновению воды в шахту, ее просто направили в нужное русло. Пробурено более 100 скважин, более 4000 погонных метров. Вода в количестве 180 кубов на сегодняшний день управляется и не поступает в горные выработки, куда она поступала раньше, когда могла неожиданно затопить комбайн, что влекло за собой остановку и длительные ремонты. Воды много. В этом можно наглядно убедиться на вспомогательной насосной станции. В озерах-резервуарах вода накапливается с завидным постоянством. Предельно допустимый уровень 2-3 метра. Слесарь Егор Оконечников запускает насосы по нескольку раз в смену. Из личных впечатлений здесь всегда холодно. Сказывается обилие ледяной воды, которая на вкус суперсоленая. Горняки называют ее рассолом. А когда идет насосная откачка, грохот стоит такой, что без наушников не обойтись. На каждом горизонте мира установлены насосные станции. Их задача – откачивать ту воду, которая все-таки просочилась по своим многочисленным протокам ниже 210-го горизонта. Но это уже локальные проблемы, считают горняки, и заявляют, что мир справился с водой и начинает наращивать производственные обороты.